Здравствуйте, это новости 24. Начинаем с печальной новости. Ушел из жизни известный религиозный деятель Абдрахман Муртазанов. Ему было 66 лет. Накануне он был доставлен в Назрановскую городскую больницу, где сейчас проходит лечение больные COVID-19. Выражаем слова соболезнования родным и близким. Далгештол Далкахетенболб. Глава Ингушетии на своей странице в Инстаграм выразил сочувствие родным и близким умершего. Цитата. «Еще одна безрадостная новость. Не стало очень уважаемого в республике человека, известного не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами религиозного деятеля Абдрахмана Муртазанова. С уходом ученого-богослова такого уровня наш народ понес невосполнимую утрату. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким». Конец цитаты. Вчера вечером в этой же Назрановской районной больнице, где оказывается помощь больным COVID-19, скончался первый пациент. В больницу он поступил днем ранее в тяжелом состоянии. Заболевание у него развивалось стремительно. Сделано было все возможное для спасения его жизни. Об этом сообщают в Минздраве Ингушетии. Комментирует ситуацию министр здравоохранения региона Зарем Альянова. Вот сейчас можете обратить внимание, на заднем плане стоит скорая помощь. Больные все прибывают и прибывают. Больных привозят в последние дни, привозят преимущественно в тяжелом состоянии. Если в первую неделю, в 1,5 недели, когда был объявлен карантин, у нас были больные в основном в легкой степени, средней степени тяжести, то сейчас можно так оценить ситуацию, что люди расслабились, люди не верят в то, что происходит. Очень многие люди скептически к этому относятся. И поэтому вот эта наша безответственность и наше такое легкомысленное отношение к ситуации и отношение к здоровью не только своему, но и к здоровью окружающих людей. Вот это приводит к тому, что мы сейчас имеем. Уже сегодня, вот сейчас 52-й пациент здесь, 51 человек. Если на первой неделе этих людей было 10-12 человек в больнице, и ни одного не было тяжелого. И в течение целой недели мы имели только одного тяжелого пациента впоследствии, то сегодня уже 6 человек находятся в реанимации, они тяжелые. И, к большому сожалению, я вынуждена констатировать, что вчера мы потеряли одного человека. Человек молодой, 63 года. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, болезнь развивалась очень стремительно. То есть врачи сделали все, что возможное, были предприняты все адекватные состоянию меры, но, тем не менее, нам спасти его не удалось. То есть, как видите, болезнь, насколько она и кажется людям несуществующей или каким-то фейком, на самом деле болезнь очень серьезная, и она никого не спрашивает, ни должности, ни положения, ни состояния, ни абсолютно никаких других обстоятельств. В связи с этим хотела бы сказать всем скептикам, всем критикам, которые сидят в интернете, которым нечем заняться, либо они абсолютно бездельники, либо это люди, которые преднамеренно, специально пишут такие публикации, от которых могут опуститься руки, как у медиков, которые работают в специальной одежде сутками, которые не могут ни глотка воды выпить, не могут присесть, извините, не могут физиологические отправления свои сделать. Эти люди, которые, рискуя своей жизнью, они спасают пациентов. И при этом в интернете распространяются фейки о том, что это сценарии, о том, что это постановки. Я официально приглашаю всех, кто сомневается, на экскурсию в нашу больницу. Единственное условие – костюм противочумный пускай покупают за свои деньги. Потому что у нас средства индивидуальной защиты и так они в минимальном количестве. Мы пытаемся их восполнить. Их невозможно восполнить просто так как их и купить негде. Поэтому мы выбиваем квоты в Минпромторге. Мы достаем, нам спонсоры привозят это все. Этого ничего нет в свободной продаже. Все прекрасно знают, что ни масок, ни костюмов, ничего сегодня нет. Поэтому я очень прошу всех тех, кто сомневается, вы можете прийти сюда на экскурсию, мы заведем вас в это отделение. И вы посмотрите на этих страдающих людей, и посмотрите на состояние их родственников. И я бы хотела еще сказать об одной проблеме. Проблема заключается в том, что пишут жалобы на то, что любой, кто хочет, не может сдать тест. Да, не может. Почему? Объясняю. Потому что во всей стране
недостаток реактивов и реагентов для постановки тестов. И поэтому существуют рекомендации Минздрава России, по которым человек может сдать тест по решению врача. Просто так хотелки и просилки все должны делаться за свой счет и в частных лабораториях. Но если частные лаборатории не хотят этим заниматься, для них это трудоемко, накладно, неудобно или боятся они этой инфекции, то Министерство здравоохранения не несет никакой за это ответственности. Если у вас появились симптомы, или вы были в контакте, или вы приехали из неблагополучной территории, есть такой алгоритм действий. Вызываете на себя участковую службу, участковая служба приезжает. В том случае, когда имеются основания для взятия теста, его у вас берут и отвозят в центр гигиены. И еще мы открыли 2 лаборатории в больницах для обследования сотрудников. К сожалению, больше диапазон действий нам сейчас выполнить не получится ни нам, ни любой другой территории нашей страны. Когда поступят новые тесты, о которых очень так вот сейчас активно говорит ФМБА и Минздрав России, конечно же, вся эта процедура будет упрощена. Сегодня на данном этапе тест сдает человек по решению врача. Это установка Минздрава России. Никакой самостоятельности наш Минздрав не проявляет. В этом плане мы заинтересованы в том, чтобы ни один человек не заболел. Мы заинтересованы в том, чтобы инфекция не распространялась. Пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, останьтесь дома. Дом – это не тюрьма. Я вас убедительно прошу, вы можете выйти в ближайший магазин, в ближайшую аптеку. Никто не голодает, никто ничем не замучен. Собственное жилище – это не какое-то заточение. Просим вас без надобности не ходить на эти рынки, закройте эти кафе, пожалуйста. Не покупайте продукты на улице с рук, на проезжих частях. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы внести свою лепту в предупреждение и остановку вот этой беды. Поскольку поход куда-то для вас дороже, чем сбережение своего здоровья, то, пожалуйста, выбирайте одно из двух. Что лучше для нас? У нас работают ребята и девочки, которые самоотверженно сейчас стоят на борьбе с этой инфекцией. И один Минздрав ничего не может сделать. Пожалуйста, будьте добры, очень серьезно относитесь к нашей информации. И все, что вас интересует, спрашивайте в Минздраве. Я вас очень прошу, все мобилизуйтесь и, пожалуйста, сделайте карантин, хотя бы в выходные дни посидите дома. Не надо выходить на улицу, не нужно ходить в гости, не нужно устраивать пышных свадеб, не надо приглашать на похороны миллион человек. Пожалуйста, сделайте это все так, как предполагает карантинный режим. Я желаю всем вам не заболеть, но тем не менее статистика вещь неумолимая. И сегодня я говорю о том, что сегодня каждый час поступают пациенты, скорая задыхается, участковая служба валится с ног. Поэтому сделайте все, чтобы к вам не пришлось приходить медикам. Глава Ингушетии выразил искренние соболезнования родным и близким умершего и обратился к жителям Ингушетии. Цитата. «Я очень прошу вас в этот сложный период отказаться от скепсиса относительно распространения вируса и в полной мере осознать, что мы находимся перед лицом невероятно опасного врага. Сейчас не время для неверия. Всего одного контакта достаточно для череды летальных исходов. Мы не должны и не можем терять людей из-за беспечности. Просто не можем. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью. Мы все обязаны объединиться в борьбе с коронавирусом, чтобы не допустить большего количества жертв. И каждый должен внести свой вклад, просто оставаясь для этого дома и соблюдая рекомендации врачей. Берегите себя и своих близких». Конец цитаты. Итак, по России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 зараженных, 1667 за последние сутки. Выздоровело 1045, 106 скончались. О ситуации в Ингушетии расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зара Гитагазова. По состоянию на 11 апреля управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия во исполнении всех нормативных документов, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по предотвращению распространения завоза на территории нашей республики новой коронавирусной инфекции. Нами на базе лаборатории ФБУС, Центра гигиены и эпидемиологии, уже проведено по состоянию на сегодняшний день более 1000 исследований. Из этих 1000 исследований положительные результаты установлены в 60 случаях, из них 29 подтверждены,
В 4 случаях диагноз не подтвержден. 7 проб у нас находится на подтверждении, и 20 еще готовится к отправке в Ставропольский противочумный институт, который является для нас референс-центром. Под наблюдением в условиях домашней самоизоляции находится 366 человек. 41 человек находится в специализированном стационаре, это Назранская районная больница, где выделен специальный корпус под госпитализацию больных и подозрительных на новую коронавирусную инфекцию. По всем случаям, и подозрительным, и подтвержденным случаям, нами проводятся все необходимые мероприятия, в том числе выявление контактных лиц, тех, кто был в близком контакте, потому что они находятся в зоне риска. Прежде всего, проводится отбор проб у тех, кто в близком контакте был сразу по выявлению положительных результатов, у тех, кто не близкий контакт, на 10-й день. В отношении всех контактных лиц выписывается постановление о домашней самоизоляции. По нашим предписаниям медицинскими работниками осуществляется за ними наблюдение. В случае любого появления какой-либо симптоматики, сходной с респираторно-вирусной инфекцией, а чаще всего самым подозрительным симптомом на коронавирусную инфекцию является подъем температуры, появление кашля, першения в горле. Но это наиболее частая симптоматика, конечно. Тем, кто находится под медицинским наблюдением, сразу нужно сообщать в медицинскую организацию. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Вопрос состояния больного оценивается прежде всего медицинскими работниками. Нуждается он в госпитализации или лечение можно проводить дома, тоже оценивают медицинские работники. Поэтому еще раз хочу пожелать, какие бы хорошие знакомые врачи у вас не были, как бы вы там дома не смогли себя обеспечить лечебно-охранительный режим, но все же обращайтесь в медицинскую организацию. Ситуация с этим заболеванием такая, что самолечением ни в коем случае заниматься нельзя. Еще раз пожелаю всем, сохраняйте свое здоровье, берегите себя и своих близких. Уважаемые жители, вот телефоны горячей линии, представленные Министерством здравоохранения Ингушетии, по которым вы можете позвонить при недомогании. Если вы почувствовали повышение температуры, озноб, кашель, першение в горле или насморк, просим ограничить возможные контакты и обратиться по телефону в местную амбулаторию и озвучить свои жалобы по номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. К смерти Абдрахмана Муртазанова мы еще вернемся немного позже. Правительство Ингушетии усиливает меры по ограничению распространения коронавируса. Премьер Владимир Сластенин по поручению главы Республики Ингушетия провел совещание, в рамках которого обсудили дополнительные меры по защите населения от COVID-19. Репортаж Тамары Хашагульговой. Министр здравоохранения Зарема Ильянова обратилась к главам муниципальных образований с просьбой максимально активизировать работу по противодействию распространения вируса на подведомственных территориях. На сегодняшний день под наблюдением остаются 407 человек, подтвержденных случаев заболевания 29, количество жертв 2. Министр сообщила, что тенденция увеличения поступления пациентов наблюдается именно на прошлой неделе. По ее словам, на улицах увеличилось количество прохожих и машин. Очень прошу вас, пожалуйста, внимательно отнеситесь, посмотрите, что происходит в Москве и в больших городах. Мы видим с вами и в роликах, и слышим, что происходит, читаем в СМИ. Очень прошу вас, сейчас наблюдается пик, он пока еще продолжается. И вот та расслабленность и та беспечность, которая сегодня наблюдается на улицах нашей республики, она говорит о том, что люди совершенно безответственно относятся к себе, к своему здоровью и здоровью своих близких. Пожалуйста, не хотите заботиться о себе, подумайте об окружающих. Премьер выразил свои соболезнования семьям умерших от коронавируса. Владимир Сластенин отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу с населением об ответственности, которую они несут в данный период. После первого заседания штаба, когда мы жестко, четко сказали, никто не работает, все не работали. После этого пошло послабление, разрешили каким-то предприятиям начать работать. Я еще раз подчеркиваю, есть предприятия, есть у нас перечень предприятий, системообразующих, предприятия с непрерывным циклом, которые оказывают жизненно важную роль. Поэтому на этих предприятиях люди могут продолжать работать, но с обязательной обработкой, с обязательными средствами защиты. И каждый руководитель несет за это ответственность.
Заместитель начальника Главного управления по антитеррористической деятельности МЧС по Республике Ингушетия Алихан Накастоев в ходе совещания довел до сведения присутствующих, что оперативные группы производят оповещение населения с помощью громкоговорителей о необходимости оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, пожарно-спасательными подразделениями в соответствии с графиком проводятся дезинфекционные мероприятия в местах массового скопления людей и прилежащих территориях, к медицинским учреждениям и торговым объектам. Хотелось бы вас всех призвать, чтобы соблюдали эти требования, эту просьбу. Второй момент. По указанию председателя непосредственно КЧС Республики издали график, согласно которого проводится проливка прилежащих территорий, мест массового скопления людей. Это больницы и торговые площади, рынки, как мы их называем по-другому. Просьба ко всем главам отнестись к этому весьма серьезно, не задавать ненужных вопросов людям, которые проводят эти работы. Они проводят эти работы непосредственно по согласованию с нами, по нашей команде. То есть окажите всякое содействие, которое в ваших силах. Подводя итоги совещания, премьер-министр республики поставил задачу службам ЖКХ подключиться к дезинфекционным работам. Также Владимир Сластянин рекомендовал соответствующим службам проводить рейды на подведомственных территориях по проверке ограничительных мер в соответствии с указом главы Ингушетии о введении режима повышенной готовности. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Ну а накануне вечером на Назране прошло совещание на предмет недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе и по всей республике. На встрече присутствовали глава городской администрации, представители регионального МВД, а также старейшины со всего района. Обсудили ряд важных вопросов касаемо несоблюдения некоторыми гражданами режима самоизоляции и мерах по урегулированию ситуации на территории города. Понимание и осознание всей серьезности последствий от вируса, распространяющегося по миру, это первое, что необходимо донести до горожан, уверены участники встречи в мэрии Назрани. В последнее время участились разговоры среди жителей о том, что инфекции вовсе не существует и волноваться якобы не о чем. بداخل المدينة يجري واقع وكل يأخذ مرك تعدل عشكرا كذي نخلور لور ما أقعد دينا بقى يشار شبورا نخش عليلج بينقول. Участники встречи в ходе разговора отметили, что по данным специалистов пик заболеваемости как в России, так и в нашем регионе все еще не пройден. Несоблюдение карантинных мер сегодня может привести к неблагоприятным последствиям завтра. При этом городские власти подчеркивают, население будет в полной мере получать товары и услуги в первой необходимости. машин той мотыгиш ила яцу ханиаз машин той изшку чарх той изшку именно жизненно необходимые на перечень Москвы районтайс вей правительство утвердитайс ох уже массуёж масса вывесит за перечень хайет еще хами еще отжё. Инициатива проведения таких встреч представителей администрации с духовенством региона исходит от оперативного штаба, созданного в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Что касается чиновников Назрановской мэрии, то они заранее бросили все силы на борьбу с распространением инфекции в городе. Есть методические рекомендации штаба, есть некоторые рекомендации от самой главы администрации, но это в части, которые принимаются решения по оказанию помощи малоимущему населению, за что мне хотелось отметить благодарностью, спасибо. И мониторинг на рынках проводит администрация и соответствующие органы. То есть здесь контроль, он не отпущен, он идет. Еще один вопрос, который обсудили участники беседы, это многочисленное собрание людей на свадьбах, похоронах и других массовых мероприятиях. Эта проблема особенно остро стоит в нашем регионе в период карантина. И даже старейшины, которые обычно всегда присутствуют на больших собраниях, на этот раз призывают остаться дома. Потому как не всегда получается соблюсти меры безопасности.
دقردي تعودوا شحنة سك أرتش والتج بير أرتش والتج قرقلش نعتي قديم سك يخش تعدق تيجي دي دق دي خير سك تقول تج تيج والتج تيجاش والتج تخاشت ما قردي حنا قهيج دقتها أغلق النبق ولا تعدا مدول حقنا عطشة مو حق مو بق ولا دت درجة اللي تازي تعدول خير سك دي دا يستل دا دخل شو دخل معك يا قيوق تيج أشت قهيج دقتها دي تخنا لازر وين جان دول هم لوخ دروي سهم أرثا دروي حاكمش ودي جاش ناغ وي باتشا شاشت هم دامت شو حقر وي لورلي يو حقر سهم ناخ بقل وتنشين كده زغدا لورلي شاش كياخر دي. Местные власти постоянно следят за соблюдением мер предосторожности, задействовав все необходимые структуры. Только сообща можно победить эту болезнь еще на раннем этапе. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Возвращаемся к новости о смерти известного религиозного деятеля Абдрахмана Мартазанова. Он скончался в Назрановской районной больнице, куда был доставлен накануне. Вчера он был доставлен в Назрановскую районную больницу, где по данным компьютерно-томографического исследования был поставлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония РДС-синдром. Он был сразу переведен в отделение реанимации, где была начата интенсивная терапия. Но, к сожалению, мы не смогли его спасти. Ванчо дал гештал дал этим боб, ирзаяхамотик дал диакалюется возмеда. С призывом поберечь себя и близких к жителям обратился Магомед Халухаев. تخنا وين تبين البالبة تخ وين تخنا ثنا حلقة دق حلقة اشتبالج ونجد داخل تدوج متيج نيسي نيوي تخ تخنا ناخ ديش خن رفت يلا صباح هندلج ناخ ظلم مدال دلر ان خيتش دعبخي او مالخ كشمش اخوش خم اذا قونخي دين لش خنتش حاق لش خنتش هني الچه شيبة هندور سجى بالسبي عندش حماش عندش تغنى إيش حماش ديل ديت سديدش بلني تجيبي دالش بتجي جيبي وي تغن سا ديا تشي دقة يا لازر كذا ناخا بالين ددولش حمد وي سا داغر دي خدر ثانية بيرجي الدنيا تغن سا داغو درجي دنيز دا درجي دنيز يا خش خلش وي او دنيا سمدي وی زغدا دید وی زمین کم ده گلورش بوی مسکاج شی خوردش نخا وخود دلر ارخیتش نخلور بش قملر دش باکش سان نوقل لیو خوگیاتش قمن نوقل لیو خوگیاتش وقل شی زغدا دلر ان ادرق از وی قم تخنه دیشاش نخ وی زغدا یخ تخ دال لورش باکتاب آخ شان یخ دالي آخر در دوی تغل ويلورج آخر دوی دالي آخر بيخمر وي آخر اشتدي آخر ويديش آشناخا حمي يوخ يبيك إمامج يوخ ترقج يوخ تحمادا يوخ. Карантин ввел новые правила в осуществлении предпринимательской деятельности. На каждой торговой точке, где реализуют продукты питания, сотрудники должны иметь медицинские маски и перчатки. Это те условия, которые должны помочь в борьбе против распространения пандемии. Репортаж нашего корреспондента. Оптовый склад «Очаг» между сельским поселением Кантышево и городом Назрань. Здесь все соответствует установленным нормам карантина. Кассир, продавец, консультант, администратор – каждый из них в маске. У кассира также есть перчатки. Ну, мы носим для безопасности. Маски носим, перчатки носим. И покупателей просим, чтобы они соблюдали. И дезинфицируем здесь все. Бековский склад в Назрани. Здесь также все в порядке. Не стали пренебрегать масками и потенциальные покупатели. Претензий к реализатору ни у нашей съемочной группы, ни у покупателей нет. Обращаем внимание на цены. Все привозят извне. Плюс к этому еще ситуация с долларом. Импортные товары подорожали процентов на 10, плюс-минус. И из-за дефицитов тоже. В общей сложности подорожания имеются, но не критические такие. Следующую точку, которую мы охватили, стал оптовый склад в Плиево, возле 5-й школы. Здесь выявился нарушитель у кассы. Как ни странно, она единственная из рабочего состава, кто оказался без маски. Не даю, да? Кассир прав, маска его должен обеспечить работодатель, в данном случае администратор склада. С вопросами почему и когда мы сразу последовали за ним. Причина какая-то?
Яйца было. На закупку, да? Да. Каждый день менять этим гулить в любом случае. Каждый день придет, мальчик. Все будет. Да. Но уже через 5 минут маска нашлась и была надета на продавца. В этой торговой точке оказалось многолюдно, и большинство из них также соблюдали правила самоизоляции. Мы решили поинтересоваться у людей, есть ли торговые точки, где предприниматели полностью игнорируют указания властей. Вообще маски носят эти продавцы? Есть, да. Носит. Маски, примерно, я маску. Самодельно, да? Как сказать? Человек, который занимается предпринимательской деятельностью, должен понимать, что он зависим от своих потребителей, так же, как и они от него. Если сегодня он проявит халатность своим покупателям, завтра останется без спроса. Люди будут просто избегать его магазина. Новости 24. Филиал Россети «Северный Кавказ» «Ингушэнерго» обеспечил выдачу дополнительной мощности для развития поселения «Синий камень». Установили новый трансформатор. Около 20 семей, чьи предки были высланы в Казахстан в 1944 году, теперь смогут продолжить обустройство родовых земель. Хава Гагиева с подробностями. Словно лучик света в темном царстве, так о своем селе отзывается 88-летний Дауд Мартазанов. Место, где он родился и провел свое детство здесь, в сельском поселении «Синий камень». Сейчас тут установили новый трансформатор, который дает свет лучше и больше прежнего. Дедушка уверен, жизнь теперь заиграет новыми красками. Свет, проблема жизни, свет, заменить жителей. Постановление о возрождении хутора «Синий камень» исполнительный комитет принял в 1990 году, но только в последние годы люди стали заселяться. Порядка 20 семей приступили к строительству новых домов. Одновременно возникла проблема. Трансформатор, установленный в 2011 году для первопроходцев, не справлялся с резко возросшим энергопотреблением на участке. Филиал Россети «Северный Кавказ» «Ингушэнерго» сразу же откликнулся на проблему. Выездная бригада прибыла на участок. Нашим специалистам сразу было дано указание выехать на место суда, сделать необходимые замеры, все посмотреть, в чем причина, почему так сложилась ситуация. И после этого было принято решение о замене стоящего здесь трансформатора. Здесь стоял, значит, трансформатор мощностью 63 киловольт-ампер. Мы его заменили на более мощный. После этого были повторно опять проведены замеры, что показало, что у них стабилизировалось напряжение. Век высокие технологии, пользоваться удобствами цивилизации для местных жителей представлялось невозможно. Так называемый час пик напряжения едва ли хватало на стиральную машину или утюг. Уж не говоря о том, что проблема с освещением в темное время суток была главной. На помощь, как говорится, звали всем селом. Конечно, в то время, когда мы начинали, были здесь проблемы и дорогой, были проблемы с электропитанием, с электричеством. Слабое электричество, которое всегда, соответственно, мешало и для работы. И буквально вот в начале года бригада энергетиков пришли, отремонтировали, поменяли, поставили мощный трансформатор. Линия у нас нормальная, сейчас потерь таких нету, обрывов нету, идет кабель СИП. Частые перепады напряжения выводили из строя бытовую технику. Теперь же его достаточно, чтобы обеспечить качественное электроснабжение для нынешних и будущих жителей. Мы в течение часа заменили данный трансформатор и подали людям напряжение. В данный момент трансформатор находится под напряжением и выдает достаточную нагрузку. 220, 200, даже больше 230. Теперь местные жители могут смело заявить, праздник света пришел и на их улицу. Хава Гагиева, Майрбек Мержоев, Новости 24. Как же проводят свой карантин наши соотечественники за рубежом? В семье Султыговых 4 детей. Ему сидеть дома непросто, но они справляются. Коронавирус опасный. Шустрому и активному Билалу сидеть дома труднее всего, но даже в его пределах 4-летний непоседа живет по привычному графику, постигает азы арифметики и не забрасывает тренировки по дзюдо. Впрочем, занятия по душе нашли его старший брат с сестрой, пока 10-летний Дамир вовсю занят на тренажерах.
Сестра Динары совершенствует свой французский. Во Франции семья Султыговых живет уже 10 лет. Кроме обязательного родного ингушского, русского и французского, маленькие лингвисты учат и арабский. Правильно. Мы должны игнорировать артикуль «аль» и переходить на солнечную букву. Даже в пределах домашней изоляции каждый из троих найдет чем заняться. Дети соблюдают карантин и просят об этом своих соотечественников. Пока нет спада пандемии, расслабляться рано. Я переживаю за моих родных и близких, и вообще за жителей Республики Ингушетия. Я прошу вас, сидите дома, не выходите на улицу, берегите ваших родных и себя. Дана Плиева, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии.